весна все-таки наступает, и в это даже как-то и не верится. В эту солнечную погоду мы находимся в 2 часах езды от Казани, в селе Верхняя Сунь. И здесь сегодня празднуют Навруз-Байрам. И сегодня мы здесь будем готовить угощения, которые подают на каждый праздник. Его коронное блюдо – это специальный хлеб. И готовить его будет Миляушана Азипова. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждый год к Наврузу хозяйка дома достает из закромов простые с виду ингредиенты, чтобы испечь из них одно из главных блюд Навруза. Нужно обязательно мука, хмель, яйца, сахар, соль, растительное масло, молоко, вода и айран. Из всего списка только один продукт найти не так просто – высушенный хмель. Именно к Наврузу, именно с ним многие столетия дома пекут хлеб. На берегу наших рек растет хмель. Наши предки это растение использовали для приготовления разных блюд из теста. И хлеба в том числе. И хлеба в том числе. Рецепту не 100 лет, потому что Верхняя Сунь, по-видимому, известна еще со времен Казанского ханства. Написано здесь в некоторых местах в 1770 году, но из архива сказали, в вашей деревне уже появилась 1500 где-то там. Дальше. Об этом говорят Венера и Равгат Хаевы. Они старожилы села, всю жизнь здесь. Вместе больше 60 лет. Глава семьи с единомышленниками даже написал книгу об истории Верхней Суни. Чтобы наша деревня, наши люди знали и участвовали в наших делах, да. Там описана одна из легенд, как несколько веков назад на эти земли пришла женщина с 3 сыновьями. Первый поселился в Нижней Суни, второй в Малой, а третий в Верхней. Так деревни и появились. Шло время, людей становилось больше, появлялись целые династии. Например, прославленные композиторы Яруллины родом именно отсюда. Что-что, а музыку здесь любили всегда. Петь, играть и танцевать, особенно когда все село вместе, как сегодня на Навруз. С праздником вас, Наврузом! Праздник, конечно, совсем не тот, что отмечают дома, потому что ароматы вот этого душистого чая или вот этой каши так и просят выйти на улицу и присоединиться всем к гуляниям. Кстати, каша это тоже непростая, а самый настоящий символ Навруз-Байрама. Она называется каргабут-касы – ритуальная каша из гречки, риса, ячменя, пшеницы. Вчера вот дети у нас собрали наврузские гостинцы. Кто что дает, кто какие-то зерна, кто масло, кто мясо. Вот из этих собранных продуктов мы сегодня приготовили кашу. По традиции ей угощают всех гостей праздника. Приехали ведь в деревню, не знали, что такой большой праздник тут. Красота и каша вкусная. Ой, очень вкусная. В армии такую кашу ели. Каждый год приезжаю. Праздник у них очень хорошо проходит. Мне нравится. И каша, конечно, тоже очень изумительная. Тем временем Миляушана Азипова продолжает готовить фирменный хлеб с хмелем. А это сложнее делать, чем из обычных дрожжей? Это не сложно, но нужно знать меру, да, меру и чтобы не забродить и не да. Чтобы праздник не есть стал еще особенные веселее. секреты, которые мы не говорим, сохраним. У вас в семье? Да, в семье. Приготовить опару, потом вымесить тесто. Конечно, в это дело нужно вложить душу, потому что иначе хлеб не получится. И вот примерно через час золотистый каравай уже готов. Это угощение для наших гостей и односельчан. По традиции, свежеиспеченный хлеб выносят гостям в самый разгар праздника. После того, как съели кашу, время каравая. Верхняя Сунь – деревня татарская, но сегодня здесь звучат и узбекские песни. Их исполняет селянка, которая переехала сюда из Узбекистана. В Узбекистане варят сумаляк, блюдо из проросших ростков пшеницы. Проводят разные интересные игры, но здешний Навруз мне как-то ближе. Также проводятся и другие праздники, это Масленица, это у нас. Также летом
Сабантуй, Питрау, это все у нас у каждой нации проводится. А это кульминация праздника. Призывая весну, селяне пытаются угадать, быстро ли она придет. Вся суть в том, что если валенок долетит до нужной точки и упадет на бок, то значит зима еще не уходит. А если же он приземлится ровно на подошву, то значит жди скорой весны. Отпраздновав Навруз в таком живописном месте, ее ждем и мы. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Мамадышский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.